Приветствуем вас на награждении регионального конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия 2015». Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Уважаемые зрители и истинные ценители истинной красоты. Приветствуем вас на финале регионального конкурса красоты «Мисс Республика Саха-Якутия». Сегодня состоится финал ежегодного регионального конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия». Он является единственным национальным конкурсом красоты, который обладает эксклюзивными правами на представление участниц от нашей республики на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия». В финале конкурса будут принимать участие 16 девушек со всех уголков нашей республики, таких как Якутск, Ленск, Мирный, Среднеколымск, Сунтарский улус, Намский улус, Кангаласский улус, Оленёкский, Верхневилюйский, Вилюйский и многие другие. А сегодняшний вечер с вами проведем мы, Анна Фомина-Миронова и Александр Абрамов. Ну и после того, как мы представились, пришло время представить тех, кому сегодня досталась нелегкая доля вершить судьбу короны и выбирать самую красивую девушку. Председатель жюри Левочкин Владислав Валерьевич, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Гоголев Василий Васильевич, заместитель генерального директора группы компаний «Утум Плюс». Микусяров Никифор Геннадьевич, генеральный директор торгового центра «Проспект». Крылов Александр Владимирович, генеральный директор ООО «Строительный рынок», председатель Якутского регионального отделения «Опора России». Денис Бигбаев, директор фитнес-зала «Статика». Кристиан Малапарте, писатель, гость нашей республики и гость нашего финала. Сергей Шарин, фотограф студии «Идея Фильм». Петр Борисов, хореограф, руководитель школы танцев Dance Empire, многократный чемпион республики по спортивным бальным танцам. Лидия Семенова, мисс Республики Саха-Якутия 2014. И на секундочку, действующая королева, потому что до момента водружения короны на другую, не менее очаровательную голову, Лидия царит полноправно. Ну а сейчас, друзья, давайте посмотрим видеообращение действующей королевы мисс Россия 2015 София Никитчук. Внимание на экран. Здравствуйте, дорогие участницы и поклонники конкурса. Меня зовут София Никитчук, и я Мисс Россия 2015. Каждый год девушки со всех регионов нашей великой и необъятной страны принимают участие в кастинге национального конкурса «Мисс Россия». Сегодня у каждой из вас есть уникальный шанс попробовать свои силы и стать «Мисс Россия 2016». Я желаю удачи каждой из вас, и поверьте, мечты сбываются. Встречайте, на сцене финалистки регионального конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия 2015».
Встречайте участницу под номером 1. Айталина Аржакова, Даттинский улус. Ümit üdekehene уваставаллах көрәтчілер, дюйлюр себя, онна барджану. Добрый вечер, уважаемые зрители, члены жюри и гости Долины Туймада. Я Айталина Аржакова, мне 20 лет. Я являюсь студенткой 4-го курса медицинского института кафедры фармакологии и фармации. Свою судьбу я связала с искусством танца, а также закончила музыкальную школу, отделение фортепиано, вокала и с детства увлечена чарующими звуками хамуса. И на этом конкурсе я представляю Даттинский улус. Под вторым номером выступает Виталина Кривошеева, городской округ Жатай. Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Виталина Кривошеева. Мне 23 года. Я считаю себя интересным и талантливым человеком. Работаю в школе педагогом-организатором и хореографом, а также веду кружок бальных танцев в Доме культуры. Моя жизнь наполнена творчеством и позитивом. Представляю городской округ Жатай! Виктория Максимова представляет город Якутск. Участница под номером 3. Добрый вечер, дамы и господа, уважаемые жюри. Меня зовут Виктория Максимова, мне 21 год, и я представляю город Якутск. Я дружелюбная, открыта ко всему новому. Считаю, что главное в жизни – семейные ценности. Всегда следую поставленной цели, люблю бороться и идти до конца. Всем девочкам желаю удачи, но при этом надеюсь на победу. И еще одна Виктория, на этот раз Кеметинова, представляющая Намский улус, выступает под номером 4. Kubakatır ayıla kız kere nam siritten Engsiller biyerekte ölüne ebetten Engsiller ölüne Engsiller Engsiyeli hoşu tuttan İkizdin ağırda. Добрый вечер, уважаемая жюри и не менее уважаемая публика. Меня зовут Виктория Кейметинова. Мне 18 лет, и я учусь в Северо-Восточном федеральном университете в Институте естественных наук. В свободное от учебы время я люблю рисовать и заниматься туризмом по Якутии. И я представляю Намский улус. Следующая девушка под номером 5. Анна Кудашова, Момский район. Добрый вечер. Я Анна Кудашова. Мне 19 лет. И я с достоинством представляю Момский район. С раннего детства и до сей поры я увлекаюсь вокалом. Судьба преподносит мне возможность ощутить свое предназначение в этом мире. И мой каждый день наполнен приятными событиями и встречами. Я счастлива быть здесь и воспринимаю этот момент как самый яркий в моей жизни. Спасибо всем, кто в меня верит и поддерживает. Участницам желаю везения, а жюри справедливого решения. Спасибо за внимание. Наша шестая финалистка Елена Макарова, Ленский район. Добрый вечер, уважаемые члены жюри и дорогие гости. Меня зовут Елена Макарова. Мне 23 года, и я представляю Ленский район. 13 лет я занимаюсь волейболом, а на досуге иногда пишу стихи. Душа моя полна азарта, позитива. Люблю дружить я с разными людьми. Кроме того, иду по жизни смело, стремясь добиться сказочных вершин. Меня природа красотою одарила. Не только внешней, но и красотой души. Спасибо.
Встречайте бурными аплодисментами участницу под номером 7 Даяна Сивцева, Среднеколымский улус. Күндүманы ырайдой дуттан, көхлүңү халыматтан. Итистин эгерде! Добрый вечер, уважаемые жюри, дорогие гости. Я Даяна Сивцева, мне 20 лет. Являюсь студенткой физико-технического института. И я представляю чудный край, что находится за чертою полярного круга, сердце вольной реки Колымы, Среднеколымский улус! Под 8 номером сегодня выступает Саина Намылова, Сунтарский улус. Нөрөлнөр гүй болохтун, убасты быллах, жүллүр себе, уанна күнді көрәчілер. Добрый вечер, дорогие гости и уважаемые члены жюри. Я Саина Намылова, мне 21 год. Выпускница Омского летно-технического колледжа гражданской авиации имени Лепидевского. Специалист по техническим эксплуатациям транспортного радиоэлектронного оборудования по видам транспорта. Являюсь мастером спорта Республики Саха-Якутия по национальным прыжкам. Я вижу красоту и спорт как одно целое и хочу показать свои возможности и на конкурсе красоты и достичь поставленные мной цели. С гордостью представляю Сунтарский улус. Следующая участница под номером 9. Кристина Семенова, Хангаласский улус. Güdül yehenden kündü görətçülər onna ubastabıllaq jüllür sübə. Ürülür sürüktəq, ölöne bəkitıllaq, labacatas qayallaq, kengnalı sıhılaq. Xanala suluğun manalaq siritten, erkəni xoçutun keskillaq junuttan, idistin əğərdə boloqtun. Добрый вечер, уважаемые жюри и дорогие гости. Я Кристина Семенова, мне 19 лет. Являюсь студенткой второго курса Института математики и информатики. И я представляю Хангаласский улус. Встречаем нашу 10-ю конкурсантку Лолита Петрова, Мирнинский район. Sarsınını salaysar keleri, kereni, keskilleri kön tutar, saham sargılağı jonugar, orayı tosku, ayhal miçel boloqton. Kustu karasangınan külümürdü oynuyor alamaztas utuyan üeskür sirin, eyak oratın köktülön tardığılaq, tasıraq tehelegin talbak ota kelen turabın. Добрый вечер, многоуважаемые жюри и гости вечера красоты. Перед вами Лолита Петрова, мне 22 года. Я выпускница экономического факультета по специальности бизнес-информатика. В свободное время я занимаюсь спортом, иду по жизни с книгой. И я с гордостью представляю свой алмазный край Мирнинский район. Участница под номером 11 Кристина Кушманова представляет город Якутск. Приветствую вас, уважаемые жюри и дорогие гости нашего с вами вечера. Я Кристина Кушманова, мне 18 лет. Я очень рада, что в эти минуты стою на сцене конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия». Спасибо вам всем за поддержку. Ну что ж сказать, нас, девочек, много, победа одна. Пусть победит сильнейшая. Я представляю город Якутск. Встречайте нашу 12-ю конкурсантку Александра Дьяконова, Вилюйский улус. Амдам тымнылах, ақсыне үй сағалыныта, саха серін керек күйha күен күраққа тиен кәлбет, ыңырылақ ұлжыттарға. Күз көмә, тирек болар күнді көрәтшілер бітігер, жүллүр сібеға, әғәрді болуқтын.
Добрый вечер, дорогие зрители и уважаемые члены жюри. Меня зовут Александра Дьяконова. На сегодняшний вечер я представляю Вилюйский улус. Мне 18 лет. Мое хобби – охота на уток, а мое любимое развлечение – езда на мотоцикле. В будущем мечтаю стать сотрудником правоохранительных органов. Спасибо за внимание. Участница под номером 13 представляет город Якутск. Галина Матюшина. Добрый вечер, многоуважаемые жюри и дорогие зрители. Меня зовут Галина Матюшина. Мне 18 лет, и я представляю город Якутск. Учусь в Институте водного транспорта, но при этом мечтаю получить второе высшее образование психолога. Считаю, что самое главное в человеке – это его внутреннее состояние и его душа. Я люблю фотографировать, но больше всего я люблю фотографировать детей, так как они вносят в мою душу частичку тепла, доброты и искренности. Спасибо. Встречаем 14-ю красавицу, представительницу Оленёкского улуса Александру Павлову. Нюргун беймин, эмувун сунду, иманнадуннадук, долбор халанадук. Страна Олонхо и люди Нюргуна. Я привезла вам из страны снегов, из северных сияний, с древней и гостеприимной земли прекрасной реки Оленёк. Ütüye kehennem boloqtuğunu ubastı bullaq jüllür sübe, onna mannamustugut manı ılcıttar. Ütüye manı canlaradaq, ön boradaq, üyehe biliuluhuttan eğarida boloqtun. Участница под номером 15 Венера Антонова, Верхневилюйский улус. Добрый вечер, уважаемые жюри и дорогие гости. Меня зовут Венера Антонова, мне 20 лет. В этот вечер желаю зрителям положительных эмоций, участницам удачи. И на этом конкурсе я представляю Верхневилюйский улус. 16-я финалистка София Мордвова, представляющая Устьянский район. Добрый вечер, уважаемые судьи, дамы и господа. Меня зовут София Мордвова, мне 19 лет, и я представляю Устьянский район и далекий заполярный поселок Депутатский. Я веду активный образ жизни, постоянно занимаюсь спортом, изучаю искусство и, конечно же, люблю путешествовать. Каждый человек должен быть красив не только внешне, но и внутренне. Красота живет внутри каждого из нас. Все наши мысли отражаются на нашем облике. И этот конкурс позволяет нам сделать шаг вперед, развиваться и совершенствоваться. Всем девочкам я желаю удачи, а вам, дорогие зрители, хорошего вечера. Благодарю за внимание. Героиня фильма «Секс в большом городе» утверждала, что поход за покупками помогает женщине раскрыть свой творческий потенциал. А Софи Кенцела, которая, несомненно, знает толк в хорошем шопинге, констатировала: «Ничто не учащает мой пульс сильнее, чем вывеска «Скидка 50%».
наши красавицы, финалистки 2015 года. Как вы думаете, для чего мы таких красивых, нарядных и волнующихся девушек выстроили на этой сцене? Вопросы, конечно же, потому что по другому поводу они не волнуются, они прекрасно знают, что красивые, а интеллектуальный конкурс всегда немножко так заставляет трепетать их юные сердца. Нужно сказать, что вопросы у нас непростые, не мы их выдумывали, и даже не организаторы конкурса. Это сложное дело доверили журналистам, представителям наших информационных партнеров. Итак, вопросы от информационных партнеров. Итак, к микрофону сюда приглашается участница под номером 1 Айталина Аржакова, Катинский улус. Самая смелая сегодня девушка, которая первая. Повезло. Добрый вечер. Добрый вечер еще раз. Итак, вопрос тебе достается от газеты «Эхо столицы». Если бы у тебя был миллион, куда бы ты его потратила? Если бы у меня был бы миллион, так как моя профессия будущая, она связана с медициной, я бы, конечно же, эти деньги отдала на благотворительность детям, сиротам, детям, которые болеют онкозаболеваниями. Спасибо большое. Виталина Кривошеева, конкурсантка под номером 2. Мы ждем вас. А вам достается вопрос от газеты «Якутск вечерний». Боитесь? Не бойтесь. Газета «Якутск вечерний» и журналисты очень добрые ребята. Представьте, пожалуйста, себя на минутку журналистам. Вы имеете возможность задать один единственный вопрос Бараку Обаме. Например, какой это будет вопрос? Так, вздохнули, выдохнули. Здравствуйте еще раз. Интересный такой вопрос, ситуация интересная, но... Это же «Якутск вечерний». Да. Ну, я бы, в принципе, с Бараком Обамой не знаю, что ему задала бы. Я бы пообщалась бы с Владимиром Владимировичем Путиным. Правда, что? Зачем нам Барак Обама? Действительно. Это все? Ну хорошо, спасибо большое. Участница под номером 3 Виктория Максимова. Виктория уже здесь. И тебе достается вопрос также от газеты «Эхо столицы». Если бы тебе предложили выбрать любую эпоху, в которой ты могла бы жить, какой именно эпохе ты бы отдала свое предпочтение? И почему? Здравствуйте. Скорее всего, я бы не выбирала никакую эпоху, решила бы остаться в нашем времени новых технологий. Без новых технологий никуда, без Инстаграма. Ну почему? Просто больше возможностей в нашем мире. Это таким образом Александр аккуратно поинтересовался, есть ли у вас аккаунт в Инстаграме? Но у меня у самого нет Инстаграма. Спасибо большое. Вот и выяснили. А Виктория Кеметинова, ваша очередь? А также вопрос от газеты «Якутск вечерний». Подойдите, пожалуйста, поближе, мы не кусаемся, вопросы наши тоже. Оскар Уайльд утверждал, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Что по этому поводу думаете вы? Будем ли мы спорить с классиком? Еще раз добрый вечер. Я думаю то, что каждый человек индивидуален, и это зависит от самого человека, от людей, которые дружат. Ну, понятно. А вот для вас, возможно ли дружба с мужчиной? Не обо всех людях спрашиваю, а вас. Я думаю, то, что возможно. У вас есть друзья мужчины? Есть. Удачи вам. Я надеюсь, что они сейчас находятся в зале и поддерживают вас. Участница под номером 5 Анна Кудашова. Прошу вас, вы уже здесь. Вопрос вновь от газеты «Эхо столица». Если бы тебе предложили улучшить мир, избавить его от одного единственного явления, либо от одной вещи, какой-либо плохой, что бы это было? Если бы мне так предложили, я бы избавилась бы, наверное, от атомных бомб, чтобы не было войны. Вот это правильно, да. Мы поддерживаем. Спасибо большое.
Вообще хочется вот этого желания, чтобы все присутствующие загадали под бой курантов под Новый год, потому что уже совершенно скоро этот праздник. Действительно, давайте вот так вот загадаем, чтобы в мире не было войны. А мы ждем Елену Макарову. Елена, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вот если бы вам вдруг представилась возможность сыграть в кино и выбрать роль, то какую бы роль вы выбрали? Это не я интересуюсь, это опять-таки Якутск вечерний, дотошный, не дает покоя нашим красавицам. Еще раз добрый вечер. Ну, я бы выбрала, скорее всего, роль героини где-то 18-19 века. Потому что там в эти времена были очень красивые балы, это времена дуэли, когда мужчины отстаивали свою честь. И вот мне очень нравится, и я бы выбрала. Например, Анну Каренину. Возможно. И под поезд. Ну, я, конечно, не настолько. Не настолько хочу быть актрисой, да? Молодец, спасибо большое. Удачи вам. Прошу к микрофону Даяну Сивцеву, участницу под номером 7. Итак, Даяна, интересуется у вас газета «Экс-столица» вновь. В каких профессиях, почему мне вопрос-то достался? В каких профессиях женщина превосходит мужчину? Еще раз добрый вечер, уважаемые жюри, гости. Я думаю, что все-таки мужчины во всех профессиях лучше женщин. Но... Александр хочет поспорить. Да. Все-таки лучшие повара — это мужчины, лучшие педагоги. Но только в одном: матерью может быть только женщина. Но здесь не поспоришь. Умница такая, исправилась, да? Никак не оспоришь этот тезис. Спасибо большое. Так, а сейчас у нас, если я не ошибаюсь, 7-я была участница? Сейчас Саина Намылова, да? 8-я, правильно. Махатма Ганди говорила следующее. «Живи так, будто завтра умрешь». Вот, это опять-таки Якутск вечерний умничает. И мы хотели бы спросить, как вы понимаете эту фразу. «Живи так, как будто завтра умрешь». Еще раз добрый вечер. Я понимаю так, вот, жизнь один раз дается, и почему бы не стать смелее, и надо вот ценить каждый миг, каждую минуту. Именно поэтому вы сейчас находитесь на главной сцене республики. Я очень ценю этот момент. Спасибо вам большое, удачи. Но мы приглашаем к микрофону Кристину Семенову, участницу под номером 9. Кристина, добрый вечер еще раз. И вопрос такой. Как считаете, действительно ли красота спасет мир? Интересуется газета «Она плюс». Еще раз добрый вечер, уважаемые жюри и дорогие гости. Я считаю, что красота — это что-то некое прекрасное, к которому стремится каждый человек с самого рождения. Это прекрасное заложено глубоко внутри нас. И что-то некрасивое выражается с болезнью или с чем-то плохим. И я думаю, что красота — это спасет мир. Красота спасет Красота мир. спасет мир, вот в дай любом Бог. случае. Спасибо вам, большое. Кристина. Лолита Петрова, наша 10-я конкурсантка. Лолита, а у вас опять-таки Якутск вечерний спрашивает. А как вы думаете, почему людей, достигших известности, именуют звездами? Например, звезда, хоккея, поп-звезда и так далее. Вы, если войдете в тройку, весьма вероятно, тоже станете звездой. Добрый вечер, многоуважаемые жюри и гости. Я думаю, что звездами называют тех людей, которые в своей сфере деятельности добились успеха. Мы вам желаем добиться успеха и стать звездой в своей деятельности. Спасибо. Приглашаем следующую конкурсантку Кристина Кушманова. Кристина,
Не падайте, пожалуйста. Газета «Она плюс» спрашивает у вас. Как вы думаете, в современном мире мужчины уступили ли первенство женщинам? Приветствую вас вновь, уважаемые жюри и дорогие гости. Я думаю, что мужчины не уступают женщинам, потому что женщины это красота. Женщины сейчас очень выносливы, они очень сильны по своим профессиям. Допустим, домохозяйство, воспитание детей. Так что я думаю, что женщины... Что женщины... Что мужчины не уступают. Вы при этом смотрите Александру в глаза, он такой довольный сразу становится, когда говорят: нет, мы не уступаем. Меня больше удивляет, что вопросы подобного рода мне достаются. Спасибо большое, прошу. Но именно поэтому, потому что испытание такое. Александра Дьяконова, мы ждем вас. И вам такой вопрос. Тоже Якутск вечерний. Великую Фаину Раневскую когда-то спросили, какие, по вашему мнению, женщины более верные, брюнетки или блондинки? Она ответила, что седые. Вы понимаете почему, да? Потому что, видимо, она в то время была уже седой дамой. А вы, потому что брюнетка, поэтому вот нам интересно знать, что же вы ответите. Итак, самые верные, брюнетки или блондинки? Добрый вечер еще раз, уважаемые жюри и наши зрители. На этот вопрос я отвечу, что не имеет значения цвет волос. Это мы самые достойные, поэтому не имеет значения цвета волос. Ну, действительно, с этой логикой не поспоришь. Спасибо вам большое. Но мы приглашаем к микрофону Галину Матюшину. Галина, вопрос к вам. Если бы вам предложили представить нашу республику буквально в нескольких словах, что бы вы о ней рассказали? Я бы рассказала о достопримечательностях республики. Например, как о сокровищнице Якутии, о старце вечной мерзлоты, о ленских столбах. Это прекрасно. Ну, о красоте наших девушек рассказали бы? Да, конечно. О красоте наших девушек она бы промолчала, постояла, посмотрела и все поняли. Александр. Все видно было бы недогадливый. Спасибо большое. Александра Павлова, конкурсантка под номером 14. Ей достается вопрос от газеты «Аргументы и факты». Александра, если бы на Землю прилетели инопланетяне и попросили вас назвать книгу, прочитав которую они смогли бы понять суть человека, то какую книгу вы бы им порекомендовали? Я бы посоветовала книгу детской книги. Там много волшебства и верят в любовь. И тогда наш мир населили бы добрые инопланетяне, и мир бы стал добрее. Спасибо большое. Участница под номером 15, Венера Антонова. Итак, Венера, вопрос к вам от газеты «Аргументы и факты». Если бы можно было вернуться в свое прошлое, то что бы ты изменила в своей жизни? Еще раз добрый вечер. Если бы была такая возможность вернуться в прошлое, я бы ничего не меняла. Я очень рада и счастлива здесь находиться. Я очень рада и счастлива здесь находиться и благодарю всех за это. За Спасибо поддержку. Большое. Да, Венера. Спасибо. София Мордвова. София, вопрос от нашего времени. Назови, пожалуйста, 3 вещи, которые бы вы взяли с собой на необитаемый остров. И просят уточнить, почему. Добрый вечер. Я думаю, я бы взяла с собой топор, чтобы изготовить себе жилище. Во-вторых, я бы взяла с собой спички, чтобы я могла приготовить себе еду. И в-третьих, я бы взяла бы с собой лодку, чтобы плавать и ловить рыбу. София, возьми, пожалуйста, меня с собой, и я посмотрю на первую в своей жизни блондинку с топором. Я думаю, что я от этого получу колоссальное удовольствие. Зафоткаю и выложу в Инстаграм. Спасибо.
Что ж, друзья, все участницы незаметно покинули сцену потихоньку. Мне кажется, на мой взгляд, Очень они справились достойно. достойно, хорошо с вопросами. Жюри, надеюсь, сделала выводы для себя. Но мы продолжаем. Да, мы продолжаем наш конкурс. Пойдем гордиться нашими конкурсантками из-за кулис. Встречайте, финалистки конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия 2015» в роскошных мехах от мехового салона «Торнадо». Меховой салон «Торнадо» является официальным партнером главного приза нашего конкурса. Меховые салоны «Торнадо» – это потрясающий выбор роскошных шуб от ведущих фирм Греции и Италии. Богатый ассортимент, разнообразие моделей и великолепный мех – это отличительное достоинство меховых салонов «Торнадо». В сложное время финансового кризиса салоны «Торнадо» не изменили своим традициям и предлагают своим покупателям изделия только высочайшего качества. С 16 октября по 16 декабря действует акция «Твоя зимняя мечта». Каждый, кто совершит покупку от 20 тысяч рублей в салонах «Торнадо», может выиграть роскошную норковую шубу. Специально к нашему конкурсу с 4 по 6 декабря в салонах «Торнадо» приурочены скидки на шубы и дубленки от 10 до 50%. «Торнадо». Выбирайте лучшее.
Спасибо большое нашим очаровательным финалисткам. Вот после такого дефиле мне лично хочется говорить лозунгами, подобно Маяковскому. Типа, даешь каждой женщине по шубе, а лучше по 5. А лучше по 5, да. Да, но мы продолжаем благодарить тех, без кого наш конкурс Никак не состоялся бы. не состоялся бы, конечно. Итак, партнеры конкурса. Польская марка Diverse. Магазин стильной одежды «Медицин». Учебный центр «Автошкола Фаворит». Цветочная мастерская «Joy». Магазин свадебной вечерней моды «Леди Мэри». Филиал ООО «Росгострах Медицина». Монобрендовый магазин косметики «Холика Холика». Мультибрендовый магазин косметики «Skin Time». Магазин спортивной одежды и обуви для всей семьи «Коламбия». Магазин итальянской одежды «Эдас». Косметика Мертвого моря «Наоми». Компания «Папирус». Сумки и аксессуары марки «Пьеро». Уникальные толстовки от ilsaha.ru. Магазин стильной женской одежды «Перспектив». Гостиница «Орто Дайду». Репетиционная площадка конкурса «Арктический государственный институт культуры и искусства». Официальными визажистами конкурса являются Алена Джизагло и Ульяна Алексеева. Официальный фотограф конкурса Ксения Береговая и Сергей Шарин, представляющие «Идея фильм». Art Technologies – техническое оснащение мероприятий. Партнер короны – ювелирный дом ЭПЛ «Якутские бриллианты». Меховой салон «Снежная танго». Изделие от снежного танго – достойное украшение каждой женщины. Это наш эксклюзивный партнер. Магазин стильной одежды «Джинса» – официальный партнер. «Джинса» – мы знаем, как одеваться. А официальным партнером главного приза являются меховые салоны «Торнадо». «Торнадо» из Кушалина сегодня мехом. Генеральный партнер – торговый центр «Проспект». Время отдыха и выгодных покупок. С 1 по 31 декабря устрой себе новогодний шопинг и участвуй в розыгрыше призов. Торговый центр «Проспект». Ну что ж, от приятного и полезного хочется перейти к не менее приятному, но более лиричному. Поэтому, поскольку Александр единственный доступный мне на данный момент мужчина, я буду мучить его вопросом. Можно? Попробуй. Александр, скажи, пожалуйста, что в твоем понимании красота и с чем конкретно у тебя ассоциируется красота женская? Красота, на мой взгляд, это все-таки нежность, исключительно нежность и, если так можно выразиться, мимишность, как говорят в интернете. Красивую девушку хочется обнять, никогда не отпускать. Она подобна розе, и присуще изящество, хрупкости и желание сохранить розу как можно дольше. Слушай, ну про розу это ты вообще здорово сказал. Сказал так, что мне даже показалось, будто бы здесь витает аромат розовых бутонов. Слушай, мне тоже так показалось. Мне кажется, стоит пойти поискать. Откуда запах? Да, откуда запах? Где-то здесь розы, я чувствую. Мы пошли искать источник аромата.
аплодисменты Айталина Аршакова. Участница под номером 9 Кристина Семенова.
Спасибо большое нашим финалисткам. Ну что же, и нам хотелось бы немного повспоминать. Для этого нам понадобится наш экран. В прошлом году впервые в Якутии состоялся региональный конкурс красоты «Мисс Республика Саха-Якутия», в котором приняли участие 16 девушек со всех уголков нашей республики. Конкурс прошел под девизом «Национальное достояние земли Олонхо». Ведь главной темой конкурса стали наши традиции и обычаи, а красной нитью конкурса прошла культура и самобытность народа Саха. Финалистки предстали перед зрителями в разных образах, например, якутской природы, лесов, полей, рек и гор. После чего облачились в шикарные национальные костюмы, станцевали зажигательный этнический танец удаганов и даже на несколько минут превратились в водных нимф. Этот конкурс стал некой визитной карточкой и главным национальным конкурсом красоты в Якутии. Ну а победительницей тогда стала прекрасная Лидия Семенова. Именно она представила республику на конкурсе «Мисс Россия» 18 апреля этого года в концертном зале «Барвиха Лакшери Вилледж». С самого начала конкурса вся Якутия активно болела за Лидию, агитируя за нее во всех средствах массовой информации и социальных сетях. Лидия с самого начала лидировала во всех интернет-голосованиях и рейтингах, и на финале конкурса достойно защитила честь нашей республики, попав в 20-ку самых красивых девушек России. Как уже говорилось ранее, титулованные красавицы 2014 года до сих пор являются полноправными королевами сегодняшнего вечера. Совершенно скоро мы назовем имена новых королев, но эти от этого не станут менее прекрасными. Давайте вспомним их по именам. Итак, красавицы 2014 года прямо сейчас. Прямо сейчас давайте с ними знакомиться. Walking through London, my head in the clouds. I felt I needed a change, so I packed my bag, 2 shirts and a toothbrush, and my daddy's guitar. They say I'm a good boy, but tonight Из года в год привлекает внимание и вызывает неподдельный интерес коллекция мехового салона «Снежная танго». Каждый раз это произведение искусства. Из года в год сохраняется высокое качество изделий. Новинки завораживают своей неповторимостью, изысканностью. Изделия от «Снежного танго» – достойное украшение каждой женщины. Адреса магазинов: торговый центр «Оптимист» 2-й этаж, торговый комплекс «Тоймада» 3-й этаж. Но мехами, а прошлогодние королевы остаются прошлогодними королевами и навсегда вписали свое имя в историю регионального конкурса красоты. Встречайте, обладательница титула «Мисс Талант» 2014 Нюргуяна Горохова. Титул «Мисс Интернет» завоевала Луиза Аянитова. Самая дружелюбная конкурсантка по итогам 2014 года ей стала Айталина Соловьева, обладательница титула «Мисс Дружба». Наибольшей фотогеничностью среди конкурсанток 2014 года обладала Юлия Прокопьева. Титул «Мисс Фото». Надежда Яковлева, мисс спорт конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия» 2014.
Наибольшее количество сердец в зрительном зале завоевала Екатерина Киприянова, мисс зрительских симпатий. Красавица, которая получила титул «Мисс Этнос», Анастасия Попова. Искупайте ее в овациях. Вторая вице-мисс Республика Саха-Якутия Любовь Лаврова. Первая вице-мисс Республика Саха-Якутия 2014 Снежана Фролкина. И, конечно же, мисс Республика Саха-Якутия 2014 Лидия Семенова. Ну что, друзья, это были конкурсантки прошлого года. Ух уж эти девушки, моя соведущая меня покинула, не знаю, надолго ли, но факт в том, что сейчас ее нет, не за кулисами, не рядом со мной. Что-то ей в своем внешнем виде не понравилось, побежала она поправляться. В общем, девушки, надеюсь, вы меня понимаете. Девушки любят следить за собой и делают это намного больше мужчин. Но я хочу представить вам прямо сейчас обращение регионального директора конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк. Внимание на экран. Добрый вечер, гости регионального конкурса красоты «Мисс Республика Саха-Якутия». Меня зовут Анастасия Беляк, и я региональный директор национального конкурса «Мисс Россия». К сожалению, мне не удалось прилететь к вам на финал, но наши региональные партнеры и организаторы конкурса заранее предоставили нам фото и видеоматериалы на каждую участницу. Мы их тщательно изучили и передали свои комментарии организаторам. Поэтому можно сказать, что сегодня мы тоже участвуем в голосовании, хоть и дистанционно. Я желаю вам хорошего вечера и каждой девушке, которая выйдет сегодня на сцену, показать себя с наилучшей стороны. Пусть победит самая достойная. Встречайте, друзья, участница под номером 1. Айталина Аржакова. Ваши аплодисменты.
Кривошеева, конкурсантка под номером 2. Каждая девушка сегодня королева. И это правда. Поддержите, пожалуйста, всех сегодняшних королев. Дамы и господа, встречайте участницу под 3-м номером. Виктория Максимова. Королева под номером 4 Виктория Кеметинова. Встречайте участницу под 5-м номером. Анна Кудашова. Уважаемые зрители, искупайте в овациях нашу 6-ю королеву Елена Макарова. Участница под счастливым 7-м номером Даяна Сивцева. Поможет ли ей это счастливое число, мы узнаем совсем скоро. Саина Намылова, конкурсантка под номером 8.
На сцене участница под номером 9 Кристина Семенова. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue. Под 10-м номером для вас сегодня выступает несравненная Лолита Петрова. Под номером 11 свою красоту сегодня вам представляет Кристина Кушманова. Встречайте, королева под номером 12 Александра Дьяконова. Where you go, I go. What you see, I see. I know I'll never be me without the security. All your loving arms keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stay. Let the sky fall. Галина Матюшина выступает сегодня под номером 13. Ваши аплодисменты. Александра Павлова, номер 14. I've been there before.
Следующая конкурсантка, уроженка Верхневилюйского Улуса, Венера Антонова под номером 15. София Мордвова, наша 16-я королева сегодняшнего финала. Встречайте, финалистки республиканского конкурса красоты «Мисс Республики Саха-Якутия 2015». Вот они, наши королевы. Королевы 2015 года. Одной из них носит титул самой красивой девушки в течение всего года. Это была одна из самых ярких частей конкурса «Дефиле в вечерних нарядах». Да, было очень здорово. Просто какой-то шедевральный выход, на мой взгляд. Один из самых... Ну, это апофеоз, на самом деле, любого конкурса. Да, это было нечто на самом деле. Эмоции зашкаливают. Друзья, ну вы посмотрите. Я думал, она убежала... Я думала, он не заметит, скажет, брови выщипала. Такой вообще не обращает Я внимания. думал, она пошла носик подпудрить, а она вот вернулась совсем уже в другом наряде. Чего-то не хватает, да? Чего-то не хватает. Где твоя корона, Анна? Ну, я подумала, что, ну, учитывая то, что мы вообще очень близко уже находимся непосредственно к моменту X, когда будет известно имя новой королевы, плюс еще Лидия Семенова у нас здесь в зале, действующая королева. Итого 3 королевы в коронах на сцене, это будет, наверное, перебор даже для этого замечательного, теплого и наполненного радостью зала. Поэтому вот так вот решила поскромничать. Как хорошо, что я один мужчина на сцене. Мог бы корону одеть, был бы одним королем весь вечер. Я думаю, каждый мужчина хотел бы сейчас оказаться на твоем месте, честно говоря, Александр. Итак, друзья, но мы вынуждены сообщить, что конкурсная программа у нас практически подошла к концу. Но мы не вынуждены сообщить, мы с радостью сообщаем, что для девушек-то, собственно, конкурс уже закончился. Я бы еще с удовольствием посмотрел. Они сделали все, что от них зависело, и сейчас вся ответственность ложится на, ну, смею надеяться, мужественные, сильные и выносливые плечи нашего сегодняшнего жюри. Поэтому давайте под бурные аплодисменты. Под бурные аплодисменты проводим наше многоуважаемое жюри на обсуждение итогов и для выяснения, кто же у нас кем станет.
Это нечто просто. Жюри у нас более чем компетентное. А нам с вами, дорогие зрители, болельщики, ценители красоты, остается только скрестить пальчики и ждать. Я надеюсь, что они не заставят ждать нас слишком долго. Итак, ждем. Небольшой антракт объявляется в нашей программе. Спасибо за ожидание. София! Встречайте, на сцене финалистки конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия 2015». Пока они всего лишь финалистки, пока они все равны. Это такой сладкий, замечательный момент, когда зал беснуется, и никто еще ничего не знает. Мы с вами можем только лишь предполагать. Наши красавицы блещут, и в их глазах горит, конечно же, надежда. Надежда и волнение, конечно же. Дипломы всем участницам нашего финала вручаются прямо сейчас. Итак, это финалистки республиканского конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия 2015». Ну что же, а пока вручаются дипломы, я думаю, что мы можем начать со специальных призов. Ну да, начнем с специальных призов. Итак, дорогие друзья, на сцену приглашается Сивцева Изабелла Александровна, заместитель главы Татинского улуса. Борисова Оксана Ивановна, председатель землячества села Черкех Татинского улуса. И Айталина Аржакова. Болельщики беснуются. Дорогие участницы, уважаемые зрители, разрешите от имени администрации муниципального района Татинский улус и общественного объединения Тата-Тюмсю поздравить вас с праздником молодости, красоты, любви и мира.
ытык таатта жоно сергете былыр-былыргыттан кыз керетин кохоңу койбуттара ырыгаллабыттара. Ол курдук өксөкүләгыл өксөй, кырахыбай кыха, алампа үрүн туллугун курдук үрдүк айымнылар суруллубуттара. Бихека бүгүн тааттылуха устарынан, истенненнеринен биллеребит боллагына бүгүн бу керени биһиги жоммут сергебит тимирге, маска, таңаска бүтүн нүүтүгер кохуян оюлан олор. Биһиги бүгүн тааттылухун муниципальный районуна атыттан Айталина Аржаковага тааттаттан төрүттэх кыспытыгар эгерде сурукпутун себеккибит жөрбөтүн онна кини жонугар сергетигер макталбытын этен тураммыт үөрегин бүтердегине тааттылухугар үлели келиеден эрелбитин күйдербитин тапталбытын биллерен туран кинеха энней суммалак сертификат бүтін тұтыра бүтін көңілден. Онна күнді оғымыт Айталина ән біге егін күңі көділ бүт айбыт ағағынан Афанасий Тимофеевич Аржаковынан таттыл ұғыттан чөргөр чөрік әғіләқ чөркөқтен корсунан анинан тақсыбыт таланнақ ол бұтынан кені атын үрдіктік тұтан жонун серген атын үрдікті тұтан манны көрі көті үйіне сайда келені келехели сылжыргыттан ассынабыт, онна кен тұттабыт. Онна маннык же исқоғаннақ сертификаттары таатта түмсүү атыттан, чөркө ортосколатын атыттан, онна бұл таатта бағалығын атыттан тұрабытын көңілі. Айталина Аржакова. Вот так вот ее любят и чествуют земляки. Но действительно, девушка очень достойно представила родной Улус на республиканском конкурсе. А для вручения следующего спецприза на сцену приглашаются Федоров Григорий Иванович, руководитель представительства муниципального образования Мирнинский район в городе Якутске, Хампиев Евгений Даланбекович, руководитель представительства ООО «Тасурях нефтегазодобыча» в городе Якутске. Радует на самом деле, что зал сохранил свой настрой, несмотря на длительный антракт. Вот и вышел наш гость. Добрый вечер всем. Разрешите от имени администрации муниципального образования Мирнинский район и от имени главы администрации муниципального образования Мирнинский район Юзмухаметова Ришата Нургалевича поздравить нашу Лолиту Петрову с выходом в финал конкурса. И вручаю от главы подарки. Молодец. Все, еще поздравлениям нашим присоединилась тоже глава муниципального образования Бутобинский Наслек. Это родной поселок нашей Лолиты, Тасюрях. Глава администрации муниципального образования Данилова Зоя Христофоровна тоже передает свои поздравления. И от своего имени хочу поздравить Лолиту. Ну, в нашем деле всегда что надо? Немножко удачи, фортуна. Фортуна, чтобы никогда не покидала. Спасибо. Дорогие друзья, я здесь представляю небольшую, а может быть большую нефтяную компанию, имя которой дал родной поселок, небольшой, совершенно маленький, Тасюрях. Я представляю Тасюрях нефтегазодобычу. И хотел бы вот на этом сравнении вам показать, что рождает этот маленький небольшой поселок. Совершенно там 500 человек живет. Он родил не только такого промышленного монстра, как мы являемся дочерним обществом Роснефти, но он родил такую прекрасную девушку. А это залог того, что у нас все развивается гармонично. Красота спасет мир. Ура!
Спасибо большое, это прекрасные слова. Это все для Лолиты Петровой, участницы под номером 10. Движемся далее, друзья. Спецприз от компании Skin Time вручает, соответственно, директор магазина Skin Time Ирина Матвеева. Но вот это партнерский приз, поэтому Ирина назовет нам имя девушки, которая, по ее мнению, достойна сегодня получить специальный приз от Skin Time. Здравствуйте. Всех с прекрасным вечером. Мне сегодня выпала честь выбрать новое лицо для магазина Skin Time из числа самых красивых девушек нашей республики. Наш магазин помогает женщинам не только сохранить свою красоту, но и подчеркнуть ее. Мы искали девушку с очаровательной улыбкой, с естественной красотой, ну и немного похожую на кореянку. И мы нашли ее. Итак, новым лицом сети магазинов Skin Time, а также обладательницей сертификата на 10 тысяч рублей, становится девушка, улыбка которой покорила нас с первого взгляда. Это Венера Антонова. Венера Антонова, новое лицо компании Skin Time. Специальный приз, сертификат от ilsaha.ru, партнера, который подарил всем нашим конкурсантам замечательные поло и свитшоты с логотипом конкурса, такие памятные призы, которые будут греть душу и воспоминания наших конкурсанток, наверное, всю жизнь. И спецприз от этой компании вручается Александре Павловой. Александра также становится рекламным лицом компании ilsaha. Друзья, движемся дальше. Спецпризы. На сцену приглашаются представители землячества Ленского района. Иванова Александра Капитоновна. Аплодируем, дамы и господа, аплодируем. Добрый вечер. Мы, представители землячества Ленского района, пришли поддержать нашу красавицу Елену Макарову. Елена Макарова, вы достойно представили молодежь нашего Ленского района на республиканском конкурсе красоты. Желаем дальнейшего творческой высоты, крепкого здоровья и любви. Я присоединяюсь тоже к этим поздравлениям. И вот, собственно, со спецпризами мы разобрались. Переходим непосредственно к номинациям. И одна из первых номинаций звучит следующим образом. «Мисс Интернет». В интернете те, кто является активным пользователем, страсти разгорелись нешуточные, ничуть не меньше, чем страсти, которые кипят здесь, в нашем зале. Поэтому пришлось голоса несколько раз сверять, подчищать, проверять и так далее, и так далее. В итоге в чистом остатке победительница была выявлена. И ей вручается, кроме ленты, кроме титула, ей вручается приз. Сертификат на 10 тысяч рублей от магазина Холика. Сертификат на сумму 5 тысяч рублей от магазина стильной одежды Джинса. И сертификат на 5 тысяч рублей от магазина Diverse.
Итак, мисс Интернет 2015. Становится. Александра Дьяконова. Это одна из самых волнительных номинаций, потому что эта девушка покорила сердца пользователей интернета. Александра Дьяконова, мисс Интернет 2015. Итак, друзья, поздравляем Александру и движемся дальше. Следующий титул. Не только жюри у нас выбирали победительниц в номинациях, выбирали сами девушки. Да, поэтому многие считают, что эта номинация одна из самых важных, потому что действительно здесь больше оцениваются человеческие качества. И девушки за время подготовки уже смогли друг друга узнать, поэтому я думаю, что это более чем объективный выбор. Итак, девушки определили обладательницу титула «Мисс Дружба». И «Мисс Дружбой» становится... И «Мисс Дружбой» и обладательницей сертификата на 20 тысяч рублей от магазина «Эдос» становится Елена Макарова. Елена Макарова, «Мисс Дружба». Самая дружелюбная девушка этого года. Елена Макарова, «Мисс Дружба» 2015. Итак, друзья, движемся далее. Для вручения титула «Мисс Спорт» на сцену приглашается директор фитнес-зала «Статика» Денис Бигбаев. Ваши аплодисменты. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, участницы конкурса. После долгих дебатов все-таки выяснили, кто мисс спорт, да? Мастером спорта, в принципе, можно стать, но для этого надо приложить определенные усилия. Поэтому мисс спорт Саяна Намылова. Саяна, поздравляем тебя, ты молодец. Продолжай в том же духе, и надеюсь, мы тебя увидим в нашем фитнес-клубе. И наш тренерский состав и весь коллектив сможет помочь тебе добиться дальнейших успехов. Ты молодец. Руки не держат уже подарки. Итак, это новая мисс Спорт 2015. Самая спортивная девушка нашего конкурса. Для вручения титула «Мисс Фото» приглашается на сцену, соответственно, фотограф Сергей Шарин. Ваши аплодисменты. Ему предстоит вручить, кроме титула, сертификат на 15 тысяч от салона свадебной вечерней моды «Леди Мэри». Добрый вечер всем. Мисс Фото становится Венера Антонова. Венера Антонова – самая фотогеничная девушка этого года. И это уже второе признание в копилке Венеры. Венера Антонова, мисс Фото 2015. Для оглашения имени победительницы в номинации «Мисс Талант» на сцену приглашается член жюри, хореограф, руководитель школы танцев Dance Empire Петр Борисов. Петру предстоит вручить приз от Росгострах Медицина, сертификат на поездку на 50 тысяч рублей. Добрый вечер. Мисс Талант становится моя коллега Виталина Кривошеева. И это самая талантливая девушка 2015 года. Виталина Кривошеева, мисс Талант.
Виталина Кривошеева. А следующая номинация звучит так же экзотично, как, надеемся, и выглядит победительница в данной номинации. Мисс Этнос. И уже традиционно, как и в прошлом году, в данной номинации вручается комплект национальных серебряных украшений от гостиницы «Ортодайду». И на сцену для вручения приза и оглашения имени победительницы приглашается хозяйка гостиницы «Ортодайду» Марианна Андреева. Диплом регионального конкурса красоты «Мисс Республика Саха-Якутия». Победительница в номинации «Мисс Этнос» вручается Даяна Сивцева. Мисс Этнос 2015 Даяна Сивцева. Роскошный набор серебряных украшений. Даяна Сивцева. По-моему, эти украшения просто созданы для Даяны. Итак, друзья, движемся далее. Для вручения титула одного из самых волнительных мисс зрительских симпатий приглашается на сцену Кристиан Малапарте, писатель, член жюри. Ему предстоит вручить приз, сертификат на сумму 30 000 рублей от магазина «Коламбия». Итак, победительница в номинации «Мисс зрительских симпатий» становится Айталина Аржакова. Айталина Аржакова. И это выбор наших зрителей. Мисс зрительских симпатий Айталина Аржакова. Ну и, в общем-то, мы подбираемся все выше и выше. И потихонечку подошли к основной тройке, скажем так, к золотой тройке финалисток. Титул второй вице-мисс конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия 2015». Для оглашения победительницы в данной номинации на сцену приглашается заместитель генерального директора группы компании «Утум Плюс» Гоголев Василий Васильевич. Также для вручения приза сертификата от автошколы «Фаворит» на бесплатное обучение приглашается Татаринова Светлана Петровна, представитель автошколы «Фаворит». Добрый вечер. Сегодня все девушки были неотразимы, абсолютно все королевы, все достойные звания мисс, главная мисс. Вот. Ну, приходится выбирать, и мне выпала сегодня честь назвать вторую вице-мисс. Ей становится Семенова Кристина. Кристина Семенова, вторая вице-мисс Республика Саха-Якутия 2015. Еще раз, друзья, ваши аплодисменты. Кристина Семенова, вторая вице-мисс Республика Саха-Якутия. Для вручения титула первая вице-мисс Республика Саха-Якутия приглашается на сцену управляющая сети салонов. Генеральный директор торгового центра «Проспект» Микусяров Никифор Геннадьевич.
А для вручения приза в данной номинации сертификата на 50 тысяч от мехового салона «Снежная танго» и сертификата на 15 тысяч от салона «Свадебная и вечерняя модель Леди Мэри» приглашается управляющая сети салонов «Снежная танго» в городе Якутске Муравьева Светлана Владимировна. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы были свидетелями этого яркого праздника красоты. Хочу отметить, что каждая участница этого конкурса уникальна и неповторима. Салон «Снежная танго» хочет отметить обладательницу первого титула «Первая вице-мисс Республики Саха-Якутия». И хотим подарить сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Добрый вечер, уважаемые зрители. Здравствуйте, девушки-красавицы. Не здоровались с вами, да? Очень приятно с вами всеми познакомиться. И хочу сказать, что этот конкурс был такой яркий, красивый, грациозный очень, да? И титул вице-мисс Республика Саха вручается София Мордвова. Первая вице-мисс Республика Саха-Якутия 2015 София Мордвова. Ну кто же станет обладательницей короны и титула «Мисс Республика Саха-Якутия» 2015 года? Наберитесь терпения. Итак, друзья, задержите дыхание, остались буквально считанные секунды. Для оглашения имени победительницы мы приглашаем председателя жюри, заместителя министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Левочкина Владислава Валерьевича. Для передачи короны приглашается мисс Республика Саха-Якутия 2014 Лидия Семенова. Также для вручения приза приглашается управляющий магазина мехового салона «Торнадо» Егорова Александра Семеновна. Дорогие друзья, добрый вечер. Меховые салоны «Торнадо» поздравляют вас с этим праздником красоты, молодости. Доброй традицией стало дарить победительнице в нашем северном крае теплую, роскошную шубку. Приз для нашей королевы был специально привезен из мехового королевства, из самого центра мехового производства Костари фирмы Трасиас Фурс. Та-да-да-дам! Ну кто же? Мне очень приятно озвучить победительницу главного конкурса красоты Республики Саха-Якутия Александра Павлова. Александра Павлова. Мисс Республика Саха-Якутия 2015. Вот он, тот момент, ради которого все мы здесь сегодня собрались. Александра Павлова. Именно эта девушка будет олицетворять собой символ красоты якутских девушек в течение всего года. Эта девушка
будет представлять интересы республики на российском финале «Мисс Россия». Еще раз ваши аплодисменты. Александра Павлова. Александра Павлова, София Мордвова, Кристина Семенова. Это блистательная тройка. С чем вас от всей души мы поздравляем, дорогие зрители. Якутия обрела новую королеву. Сегодня самая неповторимая, самая блестящая, самая, конечно же, красивая Александра Павлова. Спасибо вам всем большое. Мы желаем вам счастья, удачи, добра и всего самого доброго.